заходишь в студию и веет какой-то такой домашней теплотой, уютом. Так было задумано или так получилось все-таки? Так получилось. Это случайность, потому что изначально идеи создать какое-то определенное пространство не было. Мы решили сделать так, что зайти сюда, здесь было достаточно неуютно, скажем так, мягко, зайти и просто вложить все свое видение. И как-то в процессе того, как мы начали украшать пространство, появилась вот эта своя действительно домашняя атмосфера. И я думаю, это именно то тепло, которое мы стремимся передать своей работой. Поэтому так и вышло. Если бы передо мной сидела взрослая женщина, меня бы этот вопрос не так сильно, наверное, волновал бы, или бы я не задалась бы этим вопросом. Но передо мной сидит молодая девушка, и поэтому вот мне правда интересно, откуда вообще возникла идея назвать так свою студию, школу, почему магия Убыхов, возможно, там тебе эта тема очень близка, возможно, ты ее изучаешь много лет подряд, ну, что-то же такое должно быть, наверняка это нечто сокровенное, но, может, ты готова поделиться? Да, это на самом деле так. Долгое время я не могла дать название этой мастерской, этому маленькому пространству, которое, я надеюсь, будет расти и расширяться. Но как-то внезапно пришло изнутри название, вот это самое, «Школа магии Убыхов». На самом деле для меня самым ценным в жизни является моя семья. Именно вот те корни, которые у меня есть, с историей, и я с большим трепетом ко всему этому отношусь. И я сейчас буду плакать. На самом деле в этом сокрыт глубокий смысл, большущий, потому что для меня важно на протяжении всей жизни пронести вот то тепло, которое было вложено моей семьей в меня. В семье были? Да. Именно Убыхи? Да, Нет, Убыхи. не было Убыхов, но опять же, почему Убыхи? Потому что для меня тесная связь очень вот этой вот ветви народов, да, абхазо-адыгских. И я их не могу разделить, но суть для меня заключается в том, что мы в свою очередь свою часть духовности в данный момент теряем понемножку в связи с огромным количеством обстоятельств и в связи с жестокостью мира современного. А вот тот народ, он ушел, не успев эту духовность потерять. И вот для меня важно ее возродить. И я считаю, что вот эта душевность, вот это тепло, которое было в народе Убыхов, оно было и должно оставаться и в народе абхазов. Тогда, я считаю, такой резонный будет вопрос на тему вообще работы самой студии школы. Понятно, что чаще всего сюда приходят школьники, скорее всего, да, молодежь, в общем. Что помимо основной деятельности, именно творчества, искусства, ты даешь им? Раз так глубоко мы размышляем и говорим о самом названии, да, о том, что привело, какие у тебя цели, какая миссия, как ты себе это представляешь и так далее. Мне просто интересно понять, как ты вообще к делу своему относишься. Вот что получает ребенок, который придет к тебе обучаться сюда? В первую очередь тепло. Он учится чувствовать. Для меня первостепенно начнем с того, что ребеночка, да, хоть и взрослые посещают студию, но у них запрос немного другой, и направление мы делаем немного в другое русло. Но ребенка для меня важно в первую очередь научить видеть суть во всем, что он делает. Если мы рисуем карандашом, если мы пишем кистью, для меня важно, чтобы он понимал,
как мы это делаем, для чего, почему мы переносим то, что мы видим глазами, на вот этот вот кусочек бумаги или холста, именно научить маленького человека захватить основную суть мира, основную суть своего чувства. Вот когда мы смотрим, мои любимые художники, вообще мое любимое направление — это импрессионизм. В чем заключалась их суть? Когда мы начинаем занятия, мы всегда начинаем с импрессионистов, хоть это и нестандартно, потому что я хочу, чтобы ребенок, посмотря даже в окошко, увидел вот эту безумную красоту, которая есть в каждом моменте нашей жизни. Действительно, в самых обыденных вещах невероятная красота кроется. И вот моя главная задача — научить человека видеть мир вокруг себя красивым и передавать его таким же через призму своего восприятия. Мне никогда не нравилось рисовать, я прям терпеть не могла. Для меня это было критически неприятно, мне не хотелось это делать, и я вообще очень разносторонний человек, мне все интересно. Я жутко любопытная в плане исследования каких-то новых своих способностей, потому что я ходила с детства на все возможные кружки, на самые разные какие-то занятия, изучала очень много всего, и музыку, и языки, и так далее, и все бросала постоянно, и шла дальше, и исследовала, но как-то рисовать мне никогда не хотелось. Мне казалось, что это настолько банально и настолько просто, что этим просто глупо заниматься. Но как-то в один момент все пришло к тому, что люди, которых мне посылала судьба, я очень ценю людей в своей жизни, потому что в моей жизни нет ни одного случайного человека, из тех, кто остается в ней. И те люди, которые приходили в мою жизнь, они стали замечать, что есть какая-то способность видеть немножко по-другому, видеть иначе и с легкостью переносить на бумагу. Если говорим о школе, это произошло в школьные времена, где-то вот в средних классах. Я сначала сопротивлялась, говорила, что мне это неинтересно, получается и получается, почему бы нет. Но на самом деле, правда, сила рода играет свое, потому что у меня с маминой стороны очень творческие люди, практически все. Не было профессиональных художников, вот те поколения, которые я помню, но все любили рисовать, вышивать и по сей день и много чего умеют именно из рукодельных занятий. И, собственно, я размышляла долго, а потом подумала, почему бы мне не попробовать. Так? С чего все начиналось? Вот мой учитель по рисованию в школе начала меня тренировать, так скажем, потащила, стала заниматься со мной, и после я попала в училище к самому потрясающему педагогу, к Леониду Шумиловичу Еник. Это просто, я считаю, великий человек. Вот. И, собственно, все закрутилось. И я поняла, что без этого уже никак нельзя. Не получается. Так и попалась. Да. И больше все остальное уже не имело смысла никакого, когда я прониклась этим делом и настолько стала понимать, что действительно, когда мы переносим свои чувства на холст, то мы делимся своим светом с миром. Кто-то делится тьмой, но тем не менее это очень ценно. То есть дело, к которому ты относилась несерьезно, стало делом твоей жизни фактически. Именно так, да.
каждый из нас в детстве мечтает о каком-то будущем, да, и каждый из нас связывает свою жизнь с определенной профессией. Вот мне интересно, раз уж живопись в твоей жизни появилась, намного позже, чем у всех остальных, кем ты хотела стать? Кем ты мечтала стать? Много кем. На самом деле я металась бесконечно от политика страшного и животрепещущего до музыканта. Как ни абсурдно, у меня абсолютно нет никакого слуха, но тем не менее я пыталась, и действительно это были вот такие мечты, никак не соприкасающиеся между собой, и они менялись раз в пару лет. Раз в 2-3 года у меня появлялась новая мечта, кем же я хочу быть, и я прям активно, яростно занималась поиском лучших академий, лучших обучающих заведений, прям хотела готовиться, хотела учиться, идти. И как-то одно перетекало в другое, страсть утихала, желание прекращалось, и плавно-плавно мы пришли. Да. Я тут бываю не так часто в зимнее время, летом я постоянно на балконе, потому что здесь очень комфортно. Мне нравится защищенность этого пространства для балкона, да, оно такое закрытое, но при этом ты видишь все вокруг, очень интересно наблюдать. Я обожаю наблюдать за людьми, проходящими мимо, особенно когда они меня не видят, это очень здорово. Я люблю здесь посидеть и поразмышлять. Именно так. Творчество для тебя? Для меня это способ передачи своих эмоций. Если говорить четко и так вот кратко, именно способ передачи своих чувств. Если бы не искусство, творчество, то чем ты занимаешься? Я бы нашла чем заменить. Это точно. У тебя много занятий всяких разных. У меня нет такого ощущения, что вот я не могу жить без живописи. Нет, это ложь. Каждый человек найдет чем заменить то или иное занятие, даже если он больше ничего не умеет. Но важно просто любить свое дело. Если ты не любишь, то им не стоит заниматься. Sweet laugh, big heart, you smile that could light up the dark. Strong faith, close family, choosing love in the midst of tragedy. When I met you, something changed in me. I'm better with you than I'll ever be. 'Cause when you walk into a room, Метаморфозы всегда связаны с личными какими-то событиями из жизни и так далее. Вот тут, наверное, самое время рассказать о том, что не так давно ты вступила в брак тоже с художником. Его зовут Арсо Берзеня. Мы как-то в рамках программы делали с ним беседу даже. Вот мне интересно, каково это вообще ужиться двум творческим натурам, насколько вы похожи и не похожи одновременно, насколько сложно найти точки соприкосновения и при этом я не знаю, не убить друг друга. Не, на самом деле считается, что двум творческим натурам не ужиться. Ну, правда, многие так считают, но на самом деле все намного проще. Главное, часто не затрагивать тему искусства, не слишком бурно ее обсуждать, потому что, если говорить о нас, мы две личности совершенно разные и по темпераменту, и по многим-многим факторам мы не соприкасаемся. Но мне кажется, именно в этом самый большой плюс заключается, потому что мы изначально определили так, что у меня есть свой путь, у него есть свой путь,
но при этом эти дорожки пересекаются. И как-то каждый старается придерживаться своего мнения, мы друг другу ничего никогда не навязываем, это прям такое клише, ни в коем случае не навязывать ничего. Но мы можем многое обсудить, высказать друг другу свое мнение, но после остаться при своем. В чем вы не совпадаете чаще всего, если это касается творчества, искусства, подходов каких-то определенных? Тут немного сложно. Ну, самая такая пиковая точка заключается в том, что я в плане искусства очень ревностный человек, можно сказать жесткий, потому что у меня есть, для меня первоначально чувство в картине. И если я лично его не почувствовала, я могу об этом резко высказаться, и меня уже не будет интересовать какая-то грамотность нанесения мазка на холст. То есть Арсо показывает свою какую-то новую работу, и ты говоришь: так, мне здесь не хватило чувств, тут нет этого, третьего, десятого, в общем, это все не то. Могу и так сказать. Окей, какая реакция? Ну, он крайне умиротворенный человек, поэтому он это принимает. Конечно же, мы можем немножечко поспорить, но это всегда очень по-доброму, и мы с уважением с большим относимся к друг другу и к деятельности друг друга в том числе. В этом пространстве очень все так со вкусом, все уютненько, вот, и, честно говоря, не складывается впечатление такой классической мастерской. Мне кажется, в основном ты сейчас пишешь не здесь, вот, и это пространство, оно под студию, под какие-то такие творческие идеи и так далее. Где сама работаешь? Да, именно так. На самом деле сейчас мне хочется больше свободы, больше воздуха, находиться в открытых пространствах. Именно поэтому в данный период я больше работаю на пленэрах, на выездах, и все мои принадлежности рабочие, большая их часть находится где-то по машинам, по разным уголкам раскидана, а это пространство используется в большей степени именно как студия, мастерская для обучения детишек, в частности. Вот, поэтому здесь сейчас такая обстановка рабочая, умиротворяющая. Тут вот я вижу много книжек на тему искусства, живописи, многого всего, ну, достаточно литературы. Ну и твои работы, конечно, тоже, которые по углам, так, знаешь, спрятаны, раскиданы, но мы, конечно же, обратим на них внимание. Да. Портреты. Это твоя любимая, любимая история, насколько я понимаю. Да, мой любимый жанр. Я обожаю портреты. Это портрет моего друга, моей близкой подруги. Ее зовут тоже Виктория. Вот, я как-то ее писала. 23-го года это совершенно... Ну, нет. Мне кажется, 23, нет, разве? Да, август. Нет, это, знаете, для чего мы подписывали? У нас на свадьбе ведь был аукцион, мы хотели провести благотворительный аукцион, но как-то не сложилось, да, и я подписала все работы, которые в нем участвовали, как работы, которые участвовали в благотворительном аукционе на свадьбе Арсо и Виктории в 2023, так и осталось. Понятно. А работе сколько лет? Много, точно не вспомню, но где-то 19-го года, да, где-то 19-го. Тут еще есть портреты. Давай, наверное, самое время показывать нам свои работы. Тут у нас портрет моего однокурсника Леона, такой воздушный портрет. Мы можем его? Да, конечно, немножко показать? Фантазийный жанр, потому что портрет был изначально классическим, но я не очень люблю подбирать четкий формат под работы. Мне нравится пофантазировать, поэтому я решила тут ему сигаретку добавить и придать какого-то ощущения Аляски, но при этом каким-то образом попавших в Аляску чаек. Сухумских чаек. Да. Натюрморты какие-то у тебя еще там. Да, это карантинный натюрморт. Там баночка с чачей 3-литровая.
перчик, Так чеснок. проходил твой карантин, да, я пока Все, что понимаю. полагается. Да, это у нас Новоафонский монастырь, быстренький этюд. Не очень любимый, потому что сильно сухой, но все Что равно значит сильно сухой? высушенный, слишком мало холодных. Соотношение холодных и теплых не совсем то, что нужно. Твоя работа или это Моя. с учениками Моя, да. проделанная? Ну вот насколько сложно так вот писать монастырь, сидя в студии, условно говоря? Это не здесь написано, это написано на этюдах. Я их всех сюда тащу, но не всех сюда. В основном большее количество моих работ вообще раскиданы. Какие-то дома находятся, какие-то у бабушки. Она сильно любит мои работы, ей нравится их рассматривать, вечно перемещает, меняет местами, любуется. В общем, поэтому большее количество работ именно по домам. А здесь те, которые мне по душе, которые не все понимают, но мне недороги. Вот это моя любимая, кстати. Покажем нашим телезрителям, кто на этой работе изображен. Это учебный этюд, учебная постановка. Мне нравится именно палитра этой работы, цветовое решение, потому что вот это цветовое решение, оно именно мое, родное, то, которого больше нигде нет. И мне хочется также делать остальные работы, но надо понять, как я это сделала. Это не так просто. Ну, помимо этого, тут вот есть такие еще портреты, один, второй. Да, это портрет Арсов. Да, ну, у абхазов сильно много про супруга рассказывать не принято, поэтому расскажем об этой работе. Это тоже быстрый этюд, также мой однокурсник. Опять же повторюсь, что все мои любимые работы, они все старые, в основном все с учебных пор, а более современные этого года, прошлого, их я отдаю куда-нибудь, где я их не увижу. Вот. Да, это портрет моей бабушки любимой. Она не очень любит, когда ее изображают, но мне сильно нравится, потому что она очень красивая, и ее приятно писать, действительно, безумно красивые, плавные черты лица, очень правильные, и легко изображать и наслаждаться. Вот. Я люблю этот портрет, потому что он не зря выполнен в таком пастельном решении, потому что она очень умиротворенный человек, такая спокойная, плавная, и он передает ее, эту сущность. А вот это вот красота. Это тоже быстрый, незаконченный Контрастная. этюд, да. Наверное, самый нелюбимый из всех, которые здесь есть. Но как-то он здесь вот стоит. А вот эту работу я люблю, кстати говоря. Она выполнена на Скажи мне, Алатхаре. пожалуйста, могут ли быть родные работы нелюбимыми? Могут, конечно, могут, да, потому что для меня важно именно сделать работу, которая будет меня удовлетворять. Потому что у меня есть какие-то свои собственные критерии того, что я хочу видеть на холсте по итогам, по результатам своей работы. Вот. Когда я не вижу этого, как вот на этой работе, например, я начинаю расстраиваться. Но понимая, осознавая, что есть какие-то верные моменты, которые действительно стоящие, я эту работу не уничтожаю. Но все-таки, чтобы картина, которую я сделаю, прям мне понравилась, это большая редкость. Это, наверное, одна из сотен работ, может быть, такая, очень редко, крайне. Много у тебя работ за все эти годы? Было много, но, опять же, периодически я их пересматриваю, и то, что перестало быть актуальным для меня, я уничтожаю, избавляюсь от этого. Я люблю срезать с подрамника холсты, сворачивать их в рулончик, куда-нибудь закидывать, или же порезать, выбросить. Не жалко? Нет, почему? Могу еще.
Конечно, некоторые нюансы есть, которые хотелось бы изменить, хотелось бы, чтобы они были по-другому, но я благодарна себе за то, что я все-таки держусь в том направлении, в котором я должна держаться. Может быть, я не столько хочу, но я чувствую в себе обязательства, потому что все, что на данный момент я делаю, переступая через какие-то свои собственные барьеры, переступая через собственный характер, в частности. И это все происходит из-за одной маленькой детали, из-за веры в меня, тех людей, которые действительно видят большие способности, большой талант, и мне просто стыдно не делать что-то. Не оправдать их ожидания. Да, даже не столько не оправдать, а я понимаю, я чувствую ответственность, я понимаю, что многие люди мечтают что-то уметь, мечтают что-то нести и проходят для этого через огромные тернии. А мне это просто дано, и нельзя не уважать то, что дано тебе от природы. И именно из благодарности за способности, из благодарности за возможность нести свет, я все это делаю. Много печали я испытываю на протяжении всего пути, связанного с творчеством. Мне бы хотелось, чтобы многое было иначе. Мне бы хотелось проводить самые разные мероприятия, которые затрагивают большое количество людей, позволяют и мне развиваться, и людям получать что-то новое. Но из-за своей самокритичности я не могу позволить себе заявлять миру о том, что я могу дать. На протяжении всей беседы, с одной стороны, я слышу о том, что ты самокритична, с другой стороны, я вижу перед собой человека, который не принижает свои способности, человека, который знает и ценит то, что он талантлив. Вот диссонанс в моей голове, как такое возможно? Это так, диссонанс на самом деле не только в твоей голове, но и в моей тоже, потому что здесь соприкасаются две личности, как бы это ни звучало громко, да, но на самом деле это так, потому что я по природе своей аналитик, у меня мужской аналитический склад ума, и я любое происходящее событие анализирую, любую свою способность, любое свое действие. Я просто беру чашку с кофе, я анализирую, зачем я ее подняла, как я ее подняла, какого цвета кофе, какая пенка и так далее. И все это касается и тех действий, которые я делаю по жизни. И вот анализируя все происходящее, все свои способности, я понимаю, что действительно есть большая данность, назовем ее так, да, я ненавижу слово талант, именно вот данность. Данность, почему я ее осознаю, потому что это не мое мнение в первую очередь, а это мнение авторитетных для меня людей. Я бы сама никогда себе в этом не призналась, потому что я, опять же, очень сомневающийся в себе человек. Но из-за вот этих самых людей, которых я люблю, которые мне друзья, которые потрясающие по природе своей и по жизни идут таким же образом, я с большим уважением отношусь к их мнению и не могу с ним не считаться. Именно поэтому я осознаю свои способности, но при этом мое внутреннее качество сомневаться в себе, оно не уступает. Поэтому происходит вечная борьба внутри, когда в какой-то зажигается пламя, и мне хочется новых свершений, огромное количество идей, я просыпаюсь, открываю глаза, у меня новая идея. Так происходит каждое утро. Но как только я посмотрю вокруг, я осознаю реальность, я начинаю потихоньку гаснуть, и мой огонь превращается в потухший дымочек такой легкий.
Так поэтично ты все обо всем этом говоришь. У меня так грешным делом идея, точнее, закралась мысль, а не пишешь ли ты стихи? Пишу, конечно. О, как интересно. Но сейчас не так много, раньше больше писала, но опять же, мне кажется, что это не очень удачно, это просто какой-то выплеск эмоций. Вообще все, что я делаю в плане творческом, это выплеск. Выплеск накопившихся переживаний, которых постоянно слишком много. Я вот тот самый сосуд, который вечно полон, вечно переполнен, так скажем. И мне нужно это выплескивать. Творческая натура. Да, С перепадами настроения, да. с душевными какими-то переживаниями бесконечными, Да. несмотря На самом на деле, то, что все хорошо да. в жизни. У меня есть вот один любимый стих, но не мой, а Марины Цветаевой. Самый любимый, который я начитываю себе ежедневно. И вот мне кажется, он передает прям глубочайшим образом. Четверостишие, пожалуйста. Да, ну там не четверостишие, побольше будет. Ну да, ну можешь прочитать Да. свое стихотворение. Хорошо. Я люблю такие игры, где надменны все и злы, чтоб врагами были тигры и орлы, чтобы пел надменный голос, гибель здесь, а там тюрьма, чтобы ночь со мной боролась, ночь сама. Я несусь за мною пасти, я смеюсь, в руках аркан, чтобы рвал меня на части ураган, чтобы все враги герои, чтобы войной кончался пир, чтобы в мире было двое, я и мир.